Мы продолжаем наш телемарафон, посвященный 26 февраля, дню начала российской оккупации Крыма. Уже 3 года с этого трагического для крымско-татарского народа момента. Эта часть марафона, которую вы сейчас увидите, посвящена истории. Истории Крыма и взаимоотношений крымских татар и Украины. Поэтому у нас в студии находится известный историк Гульнара Абдуллаева. Мы также ждем Вахтанга Кипиани, известного украинского историка, который сейчас появится в студии. А у нас на связи из Санкт-Петербурга по скайпу российский публицист, и я бы так сказал, патологоанатом русского мира Александр Глебович Невзоров. Приветствую вас, Александр Глебович. Привет, привет, дорогой. Рад слышать. Как настроение ваше в такой день? Ну, нельзя сказать, что этот день каким-то особым образом чем-то вообще знаменуется в России. И то, что происходит у вас, те страсти и те надежды, которые вы вкладываете в те слова, которые сегодня говорите, они не доходят до России. Здесь достаточно мощно работают фильтры, отсекающие любую ненужную информацию. Поэтому сказать, что вот прям как-то вот мы здесь соощущаем, нет, такого нету. Ну, поэтому я и пригласил, я прекрасно знаю это, прекрасно знаю, как работает пропаганда российская, поэтому я пригласил вас именно на разговор об истории. Ведь не секрет, что аннексия Крыма, она сопровождалась в том числе и главным образом историческими аргументами о том, что Крым является исконно русской, православной землей и так далее. Насколько обоснованы эти духовные, православные претензии России на Крымский полуостров, на ваш взгляд? Трудно говорить, потому что история вообще не является наукой, ни в малейшей степени. Как ты сам понимаешь, прошлое состоит из многих триллионов как бы неких элементарных частиц. Да? Там и улыбки, и погода, и дождик, и кровь, и смерти, и чей-то взгляд, и еще масса обстоятельств. Никогда обратно сложить, да, в цельную картину у нас эти элементарные частицы уже не получится. Поэтому история – это всегда ссылки одних фантазеров на других. И я бы вообще рекомендовал здесь не адресовываться к истории, поскольку, ну, в принципе, мне, например, глубочайшим образом наплевать, что там было 200 или 300 лет назад, я никогда на этом не основываюсь. На тот момент, когда Крым был отмародерен, скажем так, да, он принадлежал Украине, и это было реальностью, это было сегодняшней международной нормой. Дело в том, что то, что произошло, скажем так, совершенно закономерным, естественным образом в связи с разбуханием той имперской идеи, которой Россия на протяжении последних 100-150 лет, 200 лет была предана и в соответствии с которой она действует. Вот эта имперская идея – это уже не история, это идеология, поэтому нам немножечко проще проследить ее эволюцию, ее развитие. Она обязывает, скажем так, Россию в ее естественном сегодняшнем историческом состоянии вести себя так же безобразно, как она себя ведет. И какие-то иллюзии, какие-то мысли про то, что можно демонстрации страстей или негодованием поколебать те вот 86%, знаете, я думаю, что это иллюзии, это бесконечная наивность. Но хочу тебе сказать, Айдер, да, чтобы вот совсем на какой-то минорной ноте не заканчивать, пойми, что ведь даже этот имперский патриотизм сегодняшний в России – это во многом бизнес. Да? То есть это бизнес, вероятно, на 99%. Конечно, есть одиночные сумасшедшие, которые демонстрируют какую-то истеричную искренность. Но даже когда, например, этим занимается Кургинян, но мы обязаны понимать, что Кургинян очень хороший актер. И на самом деле за деньги и за положение, за доминацию, за возможности он может исполнить любую роль. И что все вот эти вот прокремлевские знаменосцы, все эти бесконечные нодовцы, это все люди, которые, в общем, сидят в той или иной степени на зарплатах, на финансировании, на откатах, на распилах своих собственных движений. И совершенно неизвестно, будут ли они также искренне орать «Крым наш», если их лишить
скажем так, тех больших-больших, крупных, и хорошо начищенных копеечек, которые катятся в их карманы из Кремля. Поэтому, когда вы имеете дело сегодня с Россией, вы должны быть очень осторожны в своем пессимизме. Вы должны понимать, что, скорее всего, вы имеете дело с еще одним так вот малоизвестным человечеству фактором и видом продажности. То есть, правильно я понял, что вот этот весь Крым наш, вся эта имперская риторика из уст этих людей, о которых вы говорили, это такая, скажем так, верность проституток, которые, как флюгер, выстраиваются там, где есть деньги, и она закончится так же, как когда все это пройдет, и исчезнут деньги, исчезнут вот эти так называемые опоры русского мира в чисто материальном выражении. Айда, если за эту речь на тебя проститутки подадут в суд, я их поддержу. Потому что за что ты оскорбляешь женщин, которые в силу разного рода несчастий и житейских тягот вынуждены торговать собой, я не понимаю. Здесь нет. Благородное слово «проститутки» тут совершенно не годится. Я прошу прощения, конечно же. Давай вместе извинимся перед проститутками за то, что мы сравнили их с русскими патриотами. Поэтому здесь нечто другое. Здесь некий загадочный, малоисследованный конгломерат. Пойми, сегодня быть патриотом, быть православным настолько выгодно в России, что заподозрить хоть кого-то в искренности абсолютно невозможно. И к тому же, как нам показывают недавние события, когда вчерашние слезоточивые, громоподобные патриоты вдруг в одну секунду оказываются на самом деле большими друзьями, любителями Украины. И бегут в эту Украину, как бежал когда-то Курбский, и оттуда начинают разоблачать. То есть, вот поймите, вот эти вот ребята, которые недавно сбежали из Думы, это очень среднее арифметическое всех депутатов и всех патриотов. В случае, я уверен, когда вот у кого-то еще под попами будет припекать, так поступят все 100% примерно. Поэтому сейчас очень интересный момент, очень интересный для наблюдения. А тягаться, кому и как он принадлежал в истории, этот Крым, ну, это совершенно бессмысленно. В России это ни на кого впечатления не производит. В России вообще меньше всего беспокоят какие бы то ни было правовые, логические, разумные доводы. Их совершенно не волнует, что она вместе с этим Крымом обзавелась чудовищным набором проблем, которые не будут решены, даже если бы, предположим, ну, скажем так, все вернулось бы в то состояние, в котором оно должно быть. Все равно проблемы, все равно омерзительная репутация неандертальцев и такого хулиганья, шпанья, она все равно надолго останется и будет долго-долго портить России жизнь. Равно как и я подозреваю, что украинцы, в общем, не склонны некоторые вещи прощать и будут совершенно правы, потому что в ту минуту, когда они были в наиболее тяжелом состоянии, когда они были без сил, без прав, без возможностей, без государства, без армии, без полиции, без всего, в полном раздрае, вот тогда-то у них и отмародерили этот полуостров. Вы знаете, что, наверное, самым большим ругательством в Украине сейчас является словосочетание «братский народ» по отношению к Российской Федерации. Да, я понимаю, и я здесь абсолютно понимаю украинцев, и понимаю, что дело уже не только в Крыме, дело скорее еще и в той мерзости, которая творится на Донбассе, в тех загадочных, непонятных уголовных формированиях, которые захватили Донбасс и которые грабят регион, которые издеваются над регионом, которые подставляют регион, потому что в любом случае, как бы мы ни пытались вот это вот все событие вертеть и рассматривать в пальцах, мы понимаем, что, конечно, виновнику происходящего на Донбассе только один, и это Россия. Скажите, пожалуйста, вы как человек, который находитесь в России, как влияет на настроение вот этих ультрапатриотов и сторонников русского мира вот эта бесконечная цепочка смертей явно не от рук украинских диверсионных групп, как это говорится пропагандой, вот этих именно сторонников русского мира в так называемой Новороссии?
Да на них влияет только курс доллара. Больше их ничто не может огорчить или порадовать. Потому что, как я уже говорю, и то, и другое, и третье – это бизнес. В конце концов, они все почему-то убеждены, что к ним эти трагические события не имеют отношения. Потом не забывай, что они морочат себе голову действительно рассказами об украинских диверсантах. Я не хочу никак обидеть украинские спецслужбы, но подозреваю, что максимум, на что они способны, это проникнуть и подложить сало. Александр Глебович, я вначале вас назвал, такое мое глубокое убеждение, тоже как наблюдатель со стороны, вас неким патологоанатомом русского мира. Поэтому, ну, это такая специальность врачебная, которая ставит окончательный диагноз и, в общем, провожает в последний путь человека, а также явление. Каким, на ваш взгляд, будет конец этого самого русского мира? Вот ваш просто прогноз как наблюдателя за ходом событий и за человеческой сущностью. Если мы говорим вот о том уродстве, которое сегодня почему-то называется русским миром, и я боюсь, что эти слова накрепко приклеились вот к слюням Кургиняна, к фальшивым купленным шествиям под колорадскими знаменами и ленточками, к выступлению каких-то мотоциклистов, которые не могут сказать двух слов, к диким репликам на государственном уровне. Вот если имеется в виду под русским миром этот мир, то конец его будет, в общем, я бы сказал, довольно естественен и забавен. Я не думаю, что это будет связано с какой-нибудь трагедией. Просто в какой-то момент произойдет фазовый переход одних настроений к другим. И либо им просто перестанут платить за эти все вопли, корчи, истерики, как, например, сейчас перестали уже платить ноду, и прикинув, во что обходится весь бушующий патриотизм, там в первый раз относительно адекватный человек в Кремле посмотрел внимательно платежные ведомости, которые пришлось выписывать на марширующих патриотов. Это ответственное лицо завизжало от ужаса, потому что не представляло себе, что речь идет именно о таких суммах. Я думаю, что все будет точно так же, как всегда у нас. То есть лицемерно, позорно, когда люди, которые вчера еще распинались в ненависти к Украине, будут говорить, что, вы знаете, вообще это мы вас разыгрывали, все это в шутку, все это не так, мы были вынуждены подчиняться. У нас ведь, по счастью, сейчас таких вот лютых настоящих фанатиков практически нет. То есть мы не можем сегрегировать этих лютых фанатиков от людей материально заинтересованных. Но я думаю, что материально заинтересованных 99,9%. Будут платить за любовь к Украине, они будут кричать «Слава Украине» и сами себе будут отвечать «Героям славы». Те же самые персонажи, которых сегодня корежат от слов Украины, и которые тщательно говорят на Украине. Ну, видимо, вы в каком-то смысле описали кончину Советского Союза, которую мы пережили, когда вдруг за 3 дня мощнейшего государства мира не стало. Но, наверное, разница состоит в том, что... Эти пламенные комсомольцы, которые агитировали за референдум о сохранении Союза, когда все вот эти трибуны народные, полународные, не совсем народные, кричавшие о своей верности идеи имперства и Советского Союза, в течение 2-3 часов полностью перелицевались. Полностью перелицевались тогда в пламенных либералов. Сейчас, вероятно, они будут перелицовываться, я уж не знаю в кого, но то, что перелицуются, и все будут рассказывать про то, что в тайне-то они на самом деле держали кулачки. Вот Бортко у нас, вот он пригласил, знаешь эту восхитительную историю, да? Бортко собрался снимать фильм о Донбассе. Да. Да. На главную роль он пригласил артиста Панина. Вот тянет Бортко все время на собачек. Панин, насколько я понимаю, будет играть Захарченко. Я уж не знаю, сколько собак пострадает в процессе съемки, сколько будет изнасиловано, но, вероятно, это будет некая аллегорическая картина, где артист Панин будет взаимодействовать с собаками желто-голубого цвета во всех совершенно видах. Это будет выдано за очередное торжество русской идеи. Но когда все закончится и когда все изменится, Бортко скажет: ребята, да я же стебался.
Ну, что вы думаете, я зря, что ли, пригласил Панина? Да? То есть мы видим, что везде эти люди оставляют себе пути, дорожки и даже такие шоссейные дороги для отступления. Александр Глебович, благодарю вам за участие в нашей программе. Это был российский публицист Александр Невзоров. Всего доброго, Александр Глебович. Мы продолжаем наш телемарафон.